Приветствую всех друзей, которые смотрят нашу передачу «Буддийский путь». Мы на этой передаче рассматриваем историю и биографию тувинских лам, их жизненный путь и те ламы, которые прошли очень интересную жизнь в начале XX века. И сегодня мы поговорим об одном учителе, который был не просто учителем, он был передовым реформатором и обновленцем. Его зовут Гесhe Севен. Гесhe Севен родился в селе Чергаки Дзунхемского Кажуна, и вместе со своими однокурсниками, как Гесhe Шойдан, он защитил степень Гесhe и, получив полное философское образование в буддийском монастыре, вернулся домой. И он работал в Истюхре вместе с Монгуш Лобсан Чимитом, совместно создавая тувинскую письменность. Он знал несколько языков, хорошо знал историю и буддийскую философию. И Гесhe Севен, он был очень интересной тоже личностью, который видел наперед, который предсказывал и знал все события и знал путь развития буддизма в Туве. И с высоким уровнем образования он мог направлять как капитан судна и мог разрешать проблемы. Он видел, знал и отстаивал все свои позиции, чтобы в Туве было очень чистое направление и правильное развитие. 8 марта 1928 года организовали съезд буддистов, и это был первый съезд лам. И членом президиума был избран Гесhe Севен. Он был модератором и докладчиком. И 8 марта съезд открылся ранним утром и длился в течение 1 часа, где все члены и делегаты этого съезда обменялись мнениями, обосновали цели, задачи съезда. И после окончания встречи они 1 час смотрели фильм. После этого все расстались. И в другие дни, 9, 10 и 11 марта 1928 года, утреннее и вечернее время по 3 часа, они обсуждали, слушали докладчиков, выступления, и потом уже обсуждали в прениях, высказывали свое мнение каждый из присутствующих. И 12 марта ранним утром в 10 часов закрыли первый съезд, и 21 марта 1928 года постановлением Совета министров, это постановление первого съезда ламства окончательно было утверждено. На этом съезде Гесhe Севен, он выразил свое мнение, он выступил со своим докладом о том, что какова польза отсоединения религии от государства. И он видел только положительные моменты, и он поделился своим мнением. Далее он рассказал об истории жизни Будды Шакьямуни и рассказал об основных проблемах буддизма в Туве. И основной проблемой это была проблема перерожденцев. И все перерожденцы, которые получали этот титул, они пользовались своим положением ради своей наживы, как он объяснял в своем докладе. Далее он также рассказал о тех недостатках, о том, что не нужно присваивать титулы и статусы, независимо какой это лама. Поэтому Гесhe Севен был сторонником чистого буддизма, непорочного состояния. Чтобы вытащить из гибели буддизма в Туве, он предложил свои видения, которые шли вразрез того времени. Он делал вывод, что буддизм в Туве не смог укрепить позиции в ортодоксальном виде, потому что когда буддизм приходил в Туву, он
Он вживался с местными верованиями, местными убеждениями, религиозными традициями, обычаями. И тогда, с момента проникновения буддизма в Туву с 1772 года по 1900-е годы, прошел 1 век, чтобы появилось новое поколение тувинских лам, которые уже осознанно шли по этому пути и знали свою этническую идентичность, и они болели всей душой ради процветания и развития своей родины. И некоторые хуре в Туве, они были под покровительством монгольских лам, особенно это были южные районы, как Оюнарский, Тесхемский, и поэтому возникла такая потребность, как создание и открытие нового хуре, и это был Устюй хуре, который начали возводить в 1901 году. И Устюй хуре – это был монастырь, где развили буддийскую систему образования, и там были очень много дацанов, дуганов, цанит, в котором обучали буддийскую философию и развивали диспуты. В каждом хуре, и, конечно, было бы хорошо, как говорил Геше Севен, в каждом хуре открыть по философской школе, чтобы подрастающее поколение обучалось глубоким знаниям буддийской философии, науки об уме. И он видел в укреплении моральных принципов, норм, законов, что самое важное – это следовать строгой дисциплине. И когда у человека есть дисциплина, моральная дисциплина, он способен разделить добро от зла, хорошего от плохого. И когда есть следование обетам и принимая 10 духовных обетов, у человека появляется правильное видение. И какие эти 10 добродетелей? Это 3 добродетели, связанные с телом, когда человек отказывается от распития спиртного, от воровства, от убийства, от прелюбодеяния, а также когда он отказывается от грубой речи, ложной речи, речь, которая раскалывает и приводит ссоры, а также эти добродетели связаны с умом, когда человек отказывается от вредоносных мыслей, от алчности и ложного воззрения. И следование по этим моральным законам человек укрепляет свои человеческие качества, он развивает духовно-нравственные ценности. Также Геше Севен, он был сторонником строгой дисциплины в Тувинской сангхи среди лам, чтобы выработать четкую структуру ламства. И когда есть эта четкая структура, то каждый член любой хуре организации, каждый лама знает свои функции и обязанности, он следует тоже правильному соблюдению норм, правил и законов. И самое главное в хуре – это обучение хураков, чтобы они не занимались мирскими делами, а все свои усердия, все свои силы направить только на обучение, на познание, на развитие своего интеллекта, а также чтобы эти все хураки достигали степени геше и помогали всем живым существам. Также он говорил об улучшении богослужения, об укреплении монастырского хозяйства Чиза. Геше Севен, он боролся за чистоту нравов, за то, чтобы каждый соблюдал правильные действия не только среди лам, но и среди мирян, и чтобы миряне не мешали ламам, чтобы ламы правильно шли по духовному пути. И поэтому он был сторонником укрепления законов, инструкций внутреннего распорядка, и чтобы на высокие посты ламы вставали именно только те, которые достигали высоких знаний, которые были мудрые и образованные, и действующие действительные ламы. И также он предлагал имджим-ламам, астрологам выдавать удостоверения, чтобы не каждый мог лечить людей, а только те, которые обладали определенным образованием. Геше Севен, он настаивал о необходимости предварительной проверки перерожденцев, и чтобы подтверждалась их компетентность.
Далее он хотел, чтобы действовал центральный орган религии, куда входили бы делегаты с разных хурей, а также члены правительства. И также, чтобы там создалась определенная комиссия, и в процессе определенного мероприятия туда подключались разные люди компетентности, чтобы они принимали участие и помогали духовенству. Далее можно сказать, что Геше Севен был сторонником строгого распорядка и внутреннего порядка. Он также говорил о том, чтобы нужно усилить именно философские идеи развития низшей личности, потому что еще для Тувы недостаточно переходить на более высокие темы и больше преподавать и давать учения для личности первого уровня. Потому что личность именно первого уровня, эта личность, она развивает моральные устои, нравственные качества и порядки. Он воспитывает четкую дисциплину. И после того, когда человек становится человеком, тогда именно такой человек и такая личность способна осваивать более глубокие знания, и мудрость будет приходить само собой, и у человека будет правильная устремленность, и он будет стремиться подниматься на более высокие ступени и стадии своего духовного совершенствования и развития. И поэтому Геше Севен, он говорил, что нужно улучшать свое развитие, чтобы были такие качества, как совестливость, как ответственность, как обязательства, выполнять обязательства, чтобы была чистость и добросердечие, и добропорядочность. И только тогда, когда человек будет соблюдать все человеческие моральные законы, в таком обществе будут рождаться одаренные и гениальные умом ученики, которые уже будут помогать другим существам, другим людям, и будут перерождаться на своей родине, чтобы помогать своему народу.